Здравствуйте, друзья! Мы начинаем Уфимский разворот. Сегодня в студии Денис Ганиев. Руслан Валиев, ну и наш звукорежиссер Никита Полянин. Доброе утро, друзья. +7 927 304 1051. Это номер для ваших смс-сообщений и сообщений в мессенджере Telegram, куда вы можете присылать свои вопросы, пожелания, комментарии или, возможно, темы, да, которые, на ваш взгляд, кажутся важными, а мы их почему-то упускаем. Мало ли, да, что. Вообще, мы сегодня будем работать в привычном формате. У нас привычное расписание. Начнем читать сегодня прессу, потом мы поголосуем. Во второй части у нас будет гостья. Это наша коллега, журналистка Алиса Дрыгина. И поговорим мы о чемпионате по чтению вслух на русском языке. Оказывается, и такой существует. Для тех, кто хочет принять в нем участие, да, и хочет вообще разобраться, что это такое, далеко не уходите, оставайтесь с нами. Разговор будет на эту тему во второй части нашей программы. Прямая трансляция у нас запущена, как всегда, в Фейсбуке и на Ютубе. Присоединяйтесь, ставьте лайки, делайте репосты, ну и все, что полагается в этих случаях. Что еще? Лайки я сказал. Подписывайтесь на канал, Подписывайтесь конечно же, на да. канал, да. Конечно. Ну что, друзья, начнем наш обзор прессы. Воскресенье у нас оказалось днем спортивным в нашей республике. Состоялся первый матч футбольного клуба Уфа после длительного зимнего перерыва. Уфа встречалась с московским «Динамо», а хоккейный Салават Юлаев встречался с магнитогорским «Металлургом». Это уже была 4-я встреча серии плей-офф. Поскольку я сам лично присутствовал на матче Уфы с «Динамо», об этом несколько слов хочу сказать. Несмотря на довольно прохладную погоду, что неудивительно, да, 3 марта, как-никак. В начале игры было около нуля, ну, по крайней мере, пока я ехал на стадион, было около нуля, шел мокрый снег. К концу игры, насколько я понял, стало холоднее, стало -5, и снег стал не мокрым, а просто снегом, да. Несмотря на это, игра состоялась, около 11 тысяч болельщиков присутствовали на матче, но, к сожалению, результат огорчил. Дело в том, что Уфа проиграла со счетом 1-2, при том, что первый тайм закончился со счетом 1-0 в нашу пользу. В общем, хотя, кстати говоря, по игре было видно, что в конце концов, кстати, и тренеры признали во время послематчевой пресс-конференции, что все-таки Уфа смотрелась хуже. «Динамо» владели больше преимуществом, мячом, в конце концов, чаще владели, да. Но удалось воспользоваться интересным моментом. Сильвестр Игбун воспользовался ошибкой защитника, открыл счет. И вроде как нам казалось, что все будет как минимум неплохо. Да? И даже когда счет сравняли, динамовцы думали, ну хотя бы в ничью сыграем, 1 очко заработаем, и футбольному клубу не придется возвращать деньги за билеты. Но на последней буквально минуте, на 90-й минуте основного времени с углового динамовцы забили нам второй мяч, и в результате проигрыш. Ни одного очка Уфа не набирает, остается на 15-м месте в турнирной таблице. Как это говорят, закрепляется в зоне вылета, что не очень хорошо. Да, шансы остаются, но шансы становятся все более призрачными, и их реализовать становится все более сложно. Вот. И, соответственно, после игры Шамиль Газизов рассказал агентству ТАСС, что обещание будет выполнено. Все желающие могут прийти в кассы с понедельника, то есть сегодняшнего дня, получить деньги обратно за билеты на прошедший матч и получить билет на следующую игру на домашнем стадионе. Она состоится 17 марта. К нам приезжает грозненский Ахмат. То есть большинство тех, кто был вчера, могут прийти на эту игру бесплатно. Ну вот первый вопрос. Вернул бы ты, Руслан, билет? Ну так вот, по факту. Понятно, что это такая пиар-акция, которая сработала, судя по всему, раз 11 тысяч человек. Ну, не знаю, как бы, если бы я действительно был настроен пойти на следующую игру, и мне было бы удобно прийти в кассу, наверное, да, почему бы и нет. Посмотрел бы, как это работает. Ну, и работает ли вообще? Да. С учетом того, что я чаще, когда покупаю билеты, все-таки покупаю их в онлайне, да, в кассу не хожу, как бы, а в онлайне вроде как нет такой возможности, ну, наверное, я бы не стал заморачиваться, потому что доехать до стадиона «Нефтяник» — это отдельно 2 часа туда-обратно, да, вот. Ну и спорту посвящены были выходные, вы абсолютно правы. Наш временно исполняющий обязанности главы региона Ради Хабиров разместил у себя в социальных сетях расписание. Там, по-моему, 4 или 5 спортивных мероприятий было. И газета и все СМИ взорвались, что он с супругой, с Кариной Хабировой, посетил матч. Да, он был на футболе. Футбольного клуба и на Уфа. хоккее. И на хоккее был, да. И что об этом пишет вот bashgazet.ru вместе с супругой Кариной Хабировой и воспитанниками Республиканского детского дома номер 1 имени Шагита Худайбердина присутствует на столичном стадионе «Нефтяник». ФК Уфа, ну там вот 1-0 пока еще было, когда была написана эта статья. Вот я хотел обсудить, что, ну не обсудить, а задать такой вопрос. Вот как ты считаешь, это пиар-компания, продуманное посещение спортивных мероприятий, или это вот, ну, действительно любовь к спорту?
Да, мне кажется, здесь как бы два этих момента, они очень удачно складываются в один, как бы, да, не без любви и не без пиар-компании, да, это все обходится. То есть, действительно, вот, например, я вспоминаю там время Муртазы Рахимова, да, он посещал все матчи Салавата Юлаева домашние, и мне кажется, там речь о пиаре не шла, все-таки он действительно любил эти игры посещать, и вне зависимости от графика, с утра он мог находиться где-то в районах, а вечером он успевал в Уфу для того, чтобы обязательно его посетить. на игре. Здесь как бы, ну, пока это не традиция еще, поэтому, конечно, можно говорить, что это больше пиар, да, чем любовь. Но не знаю, как бы делать выводы за других людей сложно. Да, я просто вот хотел такой момент обсудить, что это профессиональные клубы, все-таки, да, это бизнес, будем говорить прямо, профессиональный спорт — это бизнес, ну, то есть это... должен быть бизнесом, по меньшей мере. Тут уже, да, как есть. А вот, ну, например, соревнования, которые проходят в любительском спорте, да, ну, я не знаю, там, чемпионаты по ММА, вот недавно прошло первенство республики, другие какие-то вот не связанные с профессиональными видами спорта и такими громко раскрученными в нашей республике. На открытие чемпионата, например, ну, зачастую приглашать первые лица и республики, и города, но не всегда мы видим их присутствие. Вот. То есть ты хочешь сказать, что все-таки вот на такие вещи более массовые, нежели профессиональные, хотелось бы, чтобы больше внимания обращало очень хотелось руководство. бы, потому что для детей, например, ну, очень важно, когда на открытии их соревнований, потому что ребенок вот 7 лет, его родители отдали в секцию, допустим, не знаю, там, бокс, борьба, ММА, неважно, и приходит на открытие, ну, временно исполняющий главы республики, да, это же придает определенную значимость для ребенка. Ну, безусловно, да, здесь я не могу не согласиться. Наверное, стоит в графике чаще такие вещи как бы расставлять, но другое дело, опять же, насколько это времени хватит, потому что соревнования постоянно проходят какие-то. Согласен. Но, тем не менее, мы вот сказали и сказали. Ну что ж, по результатам вчерашнего дня у нас основные клубы в итоге проиграли, что Уфа, что Салават Юлаев, но, однако, и там есть шансы Урал, на продолжение борьбы. И волейбольный клуб Урал, Динамо, Москва, кстати говоря, тоже... Ну, давайте так, Динамо — это все-таки легенда, это гранд российского спорта вообще, в принципе, поэтому нам еще тянуться и тянуться. Ну, хотя мы верим, мы верим. В хоккее, конечно, у нас есть большие успехи, но в футболе... Хоккей, да. Хотя в футболе тоже в прошлом сезоне у нас было шестое место. Хотя бы приблизиться бы к этому в этом году. Ну что ж, поживем, увидим. Продолжая обзор прессы, обращу внимание на материал на сайте Идель Реалии о том, опять же, как Ради Хабиров мобилизует единороссов. Называется статья Артура Асафьева. Значит, прошли мероприятия. Это было расширенное заседание Совета руководителей фракции «Единой России» в местных представительных органах. Значит, что здесь важно? Ради Хабиров призвал мобилизоваться для того, чтобы обеспечить уверенную победу на предстоящих сентябрьских выборах главы региона. Цитата: «Я уже об этом говорил и хочу повторить. Я, конечно, буду с партией вместе. Я член партии «Единая Россия» и пойду на выборы от вас, если будет такое доверие». Ну, я здесь от себя добавлю. «Единая Россия» проведет весной праймерис, то есть формальная некая процедура, да. Внутри партии будет выбираться один конкретный человек, который должен будет ее представлять. Ну, в общем, сомнений у нас не вызывает, да, кто окажется этим человеком. И в связи с этим вопрос, а для чего тогда эта процедура нужна будет? Когда депутатов еще номинируют, ну, какой-то, я не знаю, там элемент альтернативности и непредсказуемости, казалось бы, существует. По-моему, тоже нет. По-моему, тоже нет, наверное, но все-таки там людей больше, мало ли, да, какие-нибудь сюрпризы. Но здесь, в принципе, эти сюрпризы исключены. Значит, попенял Ради Хабиров местным единороссам, что они не очень активные. Вот ситуацию в Сибае привел в пример, что там, в общем-то, от партии никакой активности не было все это время, пока ситуация накалялась, скажем так, да. Он сказал, что работали МЧС, администрация города, и все, пожалуй, а партийцы в этом никак не участвовали. И дальше еще одна цитата. «В обществе сейчас невероятный запрос на нравственную чистоту тех людей, которые претендуют на то, чтобы управлять другими людьми. Как только какой-нибудь единорос что-нибудь ляпнет, так нас, как партию власти, это бьет наотмашь. Нужно всегда включать голову в наших публичных дискуссиях. Одно неосторожное слово ломает человеку будущую карьеру», сказал Хабиров, очевидно имея в виду мэра Сибая Рустема Авзалова, неосторожно обозвавшего организатора схода горожан козлом и экскрементом, пишет портал Идель Реалии. Ну, вообще я вот... Мне вообще нравится, что делает, что говорит Ради Фаридович. Вот есть такие прям здравые мысли. Что говорит или что делает? Что говорит... Точно нравится, что делает, поглядим, посмотрим, потому что очень много заявлений, для решения которых требуется время, и эта новость, конечно же, не оставила равнодушным ни одно СМИ, и многие дублируют. Вот «Ведомости», например, приводят интересную фразу, которую по этому поводу: «Я член этой партии и горжусь этим», говорит Ради Фаридович, «хотя я уникальный член этой партии, меня дважды исключали и дважды восстанавливали». Кстати, эту мысль он уже озвучивал. Как я не могу любить.
эту партию. Да, и в этом смысле интересная, конечно, биография в плане восстановления и возвращения в ряды этой партии. Но здесь же в пику, да, получается, Владимир Владимирович, когда шел на выборы, он как независимый кандидат, самовыдвиженец, да, то тут Ради Фаридович, прямо работает тот партия. О чем интересно это говорить? Мы обсуждали эту тему с нашими гостями, с политологами, соответственно, в общем, они нас по-разному на эту тему высказывались. По-моему, основная мысль такая, что как бы такая установка с центра, да, что, в общем-то, у вас выбора нет, дорогие друзья, в регионах, давайте-ка идите от партии. Не знаю. Значит, медиакорсеть о том, что для вывода Башавтотранса из кризиса потратят в этом году только 611 миллионов рублей. Утвержденный вариант плана предполагает закрытие убытков и выход предприятия на самоокупаемость уже к 2021 году. Значит, значительная часть средств пойдет на обновление подвижного состава. В этом году предприятие приобретает 177 автобусов, из которых 100 поступят в апреле. Но о них мы уже не раз говорили. Ориентировочно это будут не фазы наши, как говорится, нефтекамские родненькие, да. Значит, после покупки новых автобусов 60 самых старых спишут. В антикризисный план вошли мероприятия по восстановлению платежеспособности предприятия и увеличению его доходов, а также меры, направленные на увеличение лояльности пассажиров. В частности, запланированы внедрение единой транспортной карты, разработка гибкой тарифной политики, в зависимости от маршрута, ребрендинг и обновление подвижного состава. Значит, утвержденный вариант плана предполагает закрытие убытков к 2021 году, мы уже сказали. И еще, продолжая транспортную тему, также медиакорсеть по поводу реформы электротранспорта. Значит, что у нас тут? У нас, как известно, да, и не первый день, у нас муниципальное управление электротранспорта довольно-таки кризисное предприятие. Да, там сложная ситуация. Убыточное, к сожалению, да, которое не может позволить себе не то, что трамваи новые покупать, даже троллейбусы, которые значительно дешевле. О том, что... Так, ноутбук, к сожалению, подводит. Оскар Фазлыев, который уже занимался, значит, руководством этого предприятия, он теперь может возглавить новое образование на основе МОЭТа, так называемый Уфимский электротранспорт. Значит, 12 марта комитет кредиторов МОЭТа должен утвердить кандидатуру гендиректора вновь создаваемого акционерного общества, которое называется Уфимский электротранспорт. На эту должность предложены замглавы администрации Калининского района Уфы по экономике, бывший гендиректор МОЭТ Оскар Фазлыев и исполнительный директор МОЭТ Уфы Александр Рябов. Значит, в пользу Фазлыева сообщается, что он имеет большой юридический опыт, в том числе в процедурах банкротства. Ну и напоминает издание, что в 2017 году в МОЭТ начались процедуры банкротства. В июле 2018 года в отношении предприятия введено внешнее управление сроком на 18 месяцев. Сумма требований кредиторов в тот момент оценивалась в 610 миллионов рублей. Вот такие вот проблемы финансовые. Проблемы нужно решать в любом случае, особенно если это касается средств передвижения в нашем огромном городе. И так-то хватает этих забот, да, но это нужно что-то делать. Одна из главных проблем, мне кажется. То есть в городе должна быть среда комфортной для людей. Самый важный элемент среды, один из самых важных, это все-таки транспорт доступный. Абсолютно согласен. Но была у нас новость совсем недавно в эфире о том, что планируют закупить кресло для Курултая Республики Башкортостан. И вот, собственно, не заставил долго ждать реакция. Партия ветеранов России. Значит, об этом пишет нам stelstamagcity.ru. В органы финансового бюджетного контроля отправили требование провести проверку изготовления конференц-кресел для Курултая. В общем, не буду тут рассказывать. 12 миллионов денег планируется потратить на 221 кресло. Самые дорогие из них 166 с копейками тысяч рублей. За одно кресло. Стоп, секунду. Это самый дешевый, а самый дорогой 471 тысяча рублей за одно кресло. Так вот, тут, в общем, приводится огромное количество информации, но самое интересное, что мне показалось, это постановление правительства, которое приводит пример об утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг. Значит, цитирую. Госорганам запрещено закупать предметы, в том числе мебель, с избыточными потребительскими свойствами, а также являющимися предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации. И вот в связи с этим партия ветеранов пишет, собственно, просьбу требование рассмотреть. Не знаю, кресло за 471 тысячу рублей. Разве это предмет роскоши? Ой, мне кажется, обычный вторник, нет? Мы уже говорили, что и те кресла, что сейчас в Курултае, они тоже вполне себе приличные. Слушайте, это полмиллиона, это полквартиры. Давайте так. Да практически, я не знаю, комната в общежитии где-нибудь на окраине. Причем такая, да. То есть можно решить проблему. Насколько это вообще? Надо ли?
Ну, понятно, что это лицо все-таки, да, ну, скажем, республики, законодательный орган республики, но разве кто-то вот эти кресла видит? На эту тему, конечно, можно и проголосовать, но мне кажется, ответ настолько очевиден, да, если мы спросим наших радиослушателей, насколько вам нравится. То есть вы не против, да, этой идеи вообще, чтобы наши депутаты закупали новые кресла, или все-таки против? Ну вот в момент, когда мы все время говорим о пополнении бюджета, о недостатке финансовых средств, да, этот пример, футбольный клуб Уфа, я вот ошибусь, если скажу, что он при поддержке республики существует или нет. Я просто не совсем в курсе спортивных. Там не напрямую, да, то есть у нас нет прямого бюджетного финансирования. То есть мы его не там республиканский денег там нет. Как же нет? Наверняка это есть, но это через схему, скажем, да. Ну то есть мы не знаем, как бы мы можем только предполагать, да, поэтому я просто вот хочу сказать, что мы ищем деньги, проводим операции должник, там, штрафник и так далее, да, судебные приставы посещают всех тех, кто должен, в общем-то, заплатить штрафы, а тратим деньги. И это один из эпизодов, на самом деле, да, ведь на каждом шагу мы подобные вещи встречаем. Ну вот что есть, то есть, друзья. Из немного, так скажем, позитивного, да, про Уфу помог вернуть Сенгельдек на прежнее эфирное время. Кто не знал. Оказывается, ранее телеканал БСТ перенес показ программы для малышей на 6 часов вечера, когда дети только возвращались домой. Ну, на 6 часов, по-моему, они даже еще не успевают вернуться. Садика нет. Садика точно, да. Если родители условно до 6 работают, да, в 8 часу только они приходят. Так вот, по этому поводу возмутился известный в Башкирии активист Динар Зайнуллин, пишет про Уфу. Он поделился с изданием своим мнением о ситуации. По его словам, перенос программы на 18:00 — это одна из форм притеснения башкирского языка. Так дети просто не успеют ее посмотреть. Издание связалось с директором телеканала, который пояснил, что, отодвигая время, он не преследовал цели никого оскорбить или же притеснить. В результате передача, которая является аналогом известной всем «Спокойной ночи, малыши», перенесена на 19:45, как это было всегда. Радует, что люди, отвечающие за информационную политику в Башкортостане, быстро отреагировали и нашли возможность поменять сетку вещания, выразил благодарность про Уфу Динар Зайнуллин на своей страничке в Инстаграм. Вот таким образом проблема решилась. Ну а как вообще программа «Спокойной ночи, малыши», в переводе, да, Сенгельдек, в 6 часов вечера может существовать на телевидении? 19:45 тоже, по-моему, рановато. Это вот какого возраста дети ложатся? Я когда маленький был, и «Спокойной ночи» шли в 20:45, я тоже считал, что рановато. 20:45, да, потому что потом еще не хотелось. Все равно. Конечно, потом еще программу «Время» надо было посмотреть. Но здесь вопрос-то в чем? В том, что нужно подвигать прайм, вот этот 9-часовой, который все любят для более, скажем, серьезных программ? Или это просто по недоглядке? Что считать серьезными программами? Вот раз они перенесли, мне кажется, в этой ситуации конкретно не доглядели просто. Раз уж легко согласились на то, что можно поменять. Слушайте, там огромный коллектив людей, которые утверждают сетку вещания. Неужели? Как говорится, в суете, когда глобальные изменения происходят, все меняется, можно что-то и не досмотреть. И программу Сенгельдек можно... Тут же важно, что есть способность все-таки отреагировать. Да? Хуже, когда люди не реагируют на жалобы, да, и в конце концов остаются при неправильном решении. Вот это хуже. А когда мы способны ошибки исправлять, мне кажется, это позитив. То есть это все-таки гибкость и пример того, что слышат, да, людей. Да, это пример того, как надо на самом деле поступать. Хотя, это гигант, медиагигант такой, да, БСТ, который, в общем-то, закрывает всю республику по информативности, а вот прислушались к мнению активиста и... Тетя Роза вот нам пишет комментарий, да, по поводу того, что мы сейчас рассказывали. Под горячую руку нечего лезть, когда нужна поддержка народа, общность решения ситуации. Осибае и Мэри верно назвал псевдодоброжелателей. Видимо, про Радия Хабирова все-таки в данном случае сообщение тети Розы. Ну что ж, напомню, плюс 7 Нет, это, наверное, не доброжелатель, это глава Сибая выразился-то. История, да, вокруг главы Сибая и Радия Хабирова. Плюс 7 927 304 1051, номер для ваших смс-сообщений. А мы сейчас закончим обзор прессы, перейдем к другой теме и проголосуем. Смотрите, дорогие друзья, Башкирия традиционно, вот насколько я помню, за последние 15 лет часто такую статистику приходилось видеть, раньше занимаясь финансовыми, экономикой, особенно часто это видел. Она оказалась в топ-5 регионов по кредитным картам. В январе текущего года наши с вами земляки получили почти 24 тысячи кредитных карт. Это на 24% больше, чем в том же месяце прошлого года. И это 5-й результат по всей стране. Годом ранее у нас было чуть более 19 тысяч кредитных карт. Впереди республики лишь завсегдатые лидирующих позиций.
всевозможных рейтингов Москва и область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Такой рост также оказался одним из самых впечатляющих по стране. Значит, в аутсайдерах по этому показателю Тульская область и Удмуртия. Несмотря на столь бурный рост, специалисты отмечают, что эти цифры ниже, чем средние по итогам прошедшего года. В то же время сам инструмент становится частью жизни горожан. С одной стороны, они стали удобным финансовым инструментом со всевозможными бонусами, мили, хэшбэки, рубли и так далее, с беспроцентным периодом, а продолжающаяся, вот сейчас термин попробую прочитать, если получится, осмартфонивание населения приводит к тому, что жители мегаполисов просто перестают носить с собой наличные и сам пластик. А с другой стороны, банки могут регулировать риски благодаря варьированию лимитов и гибким условиям для платежеспособных клиентов. Но это уже детали. И тут возникает вопрос. Я сам, как человек, который с некоторых пор действительно перешел тоже на безналичную форму оплаты, и зачастую налички совсем нет, хочу вас, дорогие друзья, спросить, а как у нас среди наших слушателей картина обстоит? Друзья, если вы больше пользуетесь наличными по старинке, да, все-таки, да, возможно, карта у вас есть, но и наличка есть. Голосуйте по номеру 262 72 47. Если вы, как и я, например, да, как и многие другие люди, перешли полностью на безнал, платите картой, либо с помощью там мобильного телефона, что тоже сейчас возможно, и ушли от использования наличных, голосуйте по номеру 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Но у меня и так, скажу честно. Потому что мама мне с детства говорила, всегда наличка у мужчины с собой вот сколько-то на такси, там, не знаю, на перекусить должно быть. Если вы согласны с Денисом и так поступаете, голосуйте по номеру 262 72 47. Наличка — это наше все в условиях нашей страны, да и вообще в любой страны, да, когда интернет может приказать долго жить из-за какой-нибудь там, из-за Роскомнадзора. А если батареечка села? Да, батареечка, мало ли какие причины. Должна быть наличка. Понятная, проверенная вещь. Испокон веков, как говорится. 262 72 47. Наличка и только наличка. 262 72 48. Нет, вы вполне отказались от налички, и вас все устраивает, все работает. На каждом шагу есть способы бесконтактной оплаты. Кстати, статистика говорит, что у нас в России, да и, кстати, реальная практика показывает, бесконтактные терминалы в магазинах намного даже больше распространены, чем в некоторых странах Европы. Конечно. То есть у нас в этом смысле проникновение технологий идет хорошими такими семимильными шагами. И вот у меня практически не бывает случаев, когда я действительно сталкиваюсь с тем, что нужна наличка. Вот. Но сейчас нет, да, сейчас очень мало. Хотя, например, я был недавно в столице нашей родины, в Москве. Так. Вот там в парке Зарядье вообще нельзя оплатить картой. Вообще. Я думаю, что это схема ухода от чего? Правильно, налогов. Потрясающе. Зарядье возле Кремлевской стены. Да, прям во всем парке. Продвинутый. Мы были летом, было очень жарко, мороженки, водичка, бесполезно. Карта интересно. Не работает. Ну что, друзья, 262 72 47 наличные и только наличные. 262 72 48 безнал. Итак, подводим итоги голосования. 73% у нас продолжают использовать наличку, и 27% пользуются безналом. Уходим на перерыв, после этого вернемся в нашу студию. Половина восьмого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Писателя Романа Арбитмана ждут сегодня в полиции Саратова. Его вызвали из-за участия в митинге за отставку губернатора области Валерия Радаева, рассказал «Эхо» сам литератор. Радаев — это наш губернатор, Исаев — это наш мэр. А что творится в Саратове со снегом, со льдом и со солькой, это, наверное, уже вышло на федеральный уровень. По-прежнему какой-то коллапс невероятный, выйти на улицу невозможно, под ногами черти что, и какие-то пробки 10-бальные. Этому, собственно, и был посвящен митинг 10 февраля, в котором я участвовал, да. Но митинг, я считаю, разрешенным, потому что они в течение 3 дней не возражали. И свои, возражения не представили уже после положенного срока. А если в течение 3 дней никаких ответов нет, то митинг считается официально автоматически согласован. Роман Арбитман отметил, что повестка ему пришла в День писателя. Он считает это самым оригинальным поздравлением. Свои произведения Арбитман пишет под псевдонимом Лев Гурский. Руководство Ставропольской полиции отрицает угрозу в адрес сотрудников, которые задерживали бойца Александра Емельяненко. Работники МВД действовали в рамках российского законодательства, сказали изданию РБК в пресс-службе Главного управления по Ставропольскому краю. Ранее телеканал 360 со ссылкой на источник правоохранительных органов утверждал, что кисловодским полицейским пригрозили увольнением
регионом из-за инцидента с Емельяненко. Мобильные операторы уже несколько лет продают мэрии Москвы данные о горожанах, утверждает газета «Ведомости». По сведениям издания, столичные чиновники знают, где живут и работают, как добираются до работы, куда и когда ездят на дачу москвичи с точностью до 500 метров и нескольких минут. Такую информацию мэрия покупает за миллионы рублей. Ориентируясь на сведения операторов, Москва меняет городские транспорт и инфраструктуру. В свою очередь, специалист опасается, что местная администрация может использовать данные в политических, рекламных или агитационных целях. Митинг против строительства химического завода прошел в Пскове. Он был согласован и собрал около 700 горожан, пишет интернет-издание 7/7. Местная пресса называет акцию одной из самых многочисленных за последние годы в регионе. Организаторы собрали более 1500 подписей под петицией против строительства завода «Титан-Полимер». Самой компании настаивают, что предприятие будет безопаснее для экологии, чем свинокомплексы или птицефабрики. Продажу билетов на конкурс Евровидения приостановили в Израиле. Власти говорят о возможных махинациях. Продажи начались в четверг. Как пишет газета «Джерусалем Пост», билеты на лучшие места на основное шоу попали к журналистам и спортивным функционерам. А в то время как их должны были продавать всем желающим. Финал Евровидения пройдет в Тель-Авиве во второй половине мая. В Москве сегодня днем ожидается небольшой снег -1 +1. Сейчас в столице -6 градусов, давление 733 миллиметра ртутного столба. Яков Широков, служба информации, «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. В новом умном доме на Злобина свой паркинг с доступом для всех жильцов. Паркуйтесь по-умному. Бронируйте квартиры в умном доме с 8-ярусным паркингом. 280-10. 280-10. Застройщик РСК «Стройфедерация». Проектная декларация на сайте стройфед.ру. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор». 2 900 900. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. В Белорецке подполковник полиции избил свою подчиненную. Со слов 23-летней сотрудницы следственного отдела местного МВД, которая передает про Уфу, случай произошел вечером 27 февраля возле одного из частных домов города. Девушка была доставлена в больницу, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы мягких тканей головы, лица и плечевых суставов. Кроме того, у следовательницы обнаруживали ушиб позвоночника и возможную тупую травму живота. В настоящее время МВД по Башкирии проводит служебную проверку. Материалы направлены в региональное подразделение Следственного комитета России. В Башкирии в 2019 году выявлено 559 ВИЧ-инфицированных. Как сообщает Башинформ, заболеваемость по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла на 17,4%. В этом году выявлено 203 женщины и 356 мужчин. Из них 43 человека находятся в местах лишения свободы. Всего на учете в регионе состоят более 21 тысячи пациентов. «Металлург» сравнял счет в серии с Салаватом Юлаевым. Четвертый матч первого раунда плей-офф между Салаватом и «Металлургом» прошел 3 марта на Уфа-арене. Первый период закончился со счетом 0-0. Во втором команда из Магнитогорска забила первую шайбу. В третьей 20-минутке юлаевцы счет сравняли. Уже в овертайме «Металлург» вырвался вперед, приведя игру к итоговому счету 1-2. Следующий матч серии состоится 5 марта в Магнитогорске.
Футбольный клуб «Уфа» уступил московскому «Динамо». Матч 18-го тура российской премьер-лиги состоялся вчера на стадионе «Нефтяник». Это была первая игра для соперников после зимнего перерыва в чемпионате. Первый тайм закончился в пользу уфимцев. После перерыва динамовцы дважды поразили ворота хозяев, причем второй мяч оказался в сетке Уфы после углового на последней минуте основного времени матча. Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов подтвердил агентству ТАСС намерение вернуть болельщикам деньги за билеты на проигранный матч и предоставить бесплатный проход на следующую домашнюю игру. С 16 очками Уфа занимает 15-ю строчку турнирной таблицы премьер-лиги. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе сильная облачность, ветер с порывами до 12 метров в секунду, местами снег. Температура воздуха от -4 до -9 градусов. Сейчас за окнами облачно, снег, 8 градусов мороза. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Сегодня у микрофона Денис Ганиев. И Руслан Валиев, также Никита Полянин, наш звукорежиссер, ну и у нас гости в студии. Да, вместе с нами здесь Алиса Дригина, правильнее будет сказать, да, ведущая чемпионата по чтению вслух «Открой рот». Доброе утро. Доброе утро, Алиса. Вот открыла рот Алиса в нашей студии. Мы, если честно, ничего практически не знаем про этот конкурс. Ну, правда, да, вот мы с тобой уже ранее общались, я хоть что-то слышал про него. Расскажи, пожалуйста, нашим радиослушателям, что за такой конкурс по чтению «Открой рот», откуда он взялся и почему он проходит в Уфе, кому он интересен, ну и вот все, что важно. Да, конечно. Первое важное уточнение. «Открой рот» — это не конкурс, это чемпионат. Это спортивное состязание. Мы специально так себя позиционируем. У нас есть даже немножечко своей терминологии. Например, участников мы называем читчиками. Читчики. Уже само слово — это испытание. Да, конечно. «Открой рот» зародился в Новосибирске в 2011 году. Он появился как междусобойчик любителей чтения, любителей литературы. Это было такое вечернее мероприятие в баре, на которое собирались, в общем-то, люди, которые готовы были читать, веселиться. И вот с 2011 года, сколько это, за 8 лет, мы охватили, в прошлом году было 170 городов по нашей стране. И в этом году чемпионат по чтению вслух сменил название. Теперь мы называемся «Чемпионат по чтению вслух на русском языке». Потому что в этом сезоне «Открой роты» прошли в Страсбурге, Лондоне, Париже и еще планируется в нескольких городах. У нас, продолжая тему, почему это чемпионат, у нас есть аналогия с хоккеем, то есть у нас сначала проходят отборочные туры в городах, затем есть региональные полуфинальные конференции. То есть Восток, Север, Урал, Юг, Москва. Есть отдельная конференция «За граница», на которую собираются участники, победители своих отборочных туров в городах. После этого победители региональных полуфинальных конференций собираются в Москве на Красной площади читать книги вслух. Кто лучше всех прочитает, тот, собственно, и будет чемпион. Главный приз чемпионата по традиции держится в секрете до самого момента определения чемпиона. Как правило, это что-то дорогое, большое, не имеющее отношения к литературе и сложное для транспортировки. Ой, столько уточняющих вопросов возникло. Да, конечно. С последнего буквально. На Красной площади как там? Это все согласуется с КСО? Да, конечно, безусловно. Это большой книжный фестиваль на Красной площади. И вот в рамках этого книжного фестиваля у нас на большой сцене проходит финал. А правильно я понимаю, что, или как вариант, да, возможно, на создание этого проекта вдохновила идея, точнее даже не идея, а уже реализованный проект этих тотальных диктантов?
Тотальный диктант и оргкомитет тотального диктанта — это наши большие друзья, они же тоже в Новосибирске, поэтому это не могу сказать, что есть пересечение по идее создания, просто создатели дружат. Создатели двух этих проектов дружат, мы в хороших отношениях. Очень многие организаторы тотального диктанта проводят и «Открой роты» в своих городах, и наоборот. То есть тусовки смежные. Просто хочется уточнить, вы сегодня здесь, в нашем городе, по причине того, что сегодня, собственно, проходит чемпионат. Да, совершенно так, верно. Раз. Кто может принять участие и могут ли еще люди заявиться? Потому что вот я слышу впервые об этом, но я уже принял решение, что сегодня я пойду участвовать. Да, конечно. Сегодня в 16 часов. Я забыла адрес, где это будет. Напомните мне, пожалуйста, коллеги. Корпус педуниверситета Октябрьской революции 3А. Вот, совершенно верно. Там в 16 часов будет отборочный тур. Чтобы туда попасть, необходимо зайти на сайт biblioring.ru и там зарегистрироваться. Там есть специальная форма, выбираете город, все предельно просто. Если по каким-то обстоятельствам вы не смогли зайти на biblioring.ru, вы можете прямо туда приходить за 15 минут до начала мероприятия, и я вас с большим удовольствием зарегистрирую. Возрастное ограничение у нас 18+. Будьте, пожалуйста, внимательны. Ну, интересно, в какой все-таки форме проходит чемпионат, чтобы вот, сейчас люди услышали, я заинтригован, скажу честно, а как это все происходит? Это чемпионат по неподготовленному чтению вслух. То есть участники выходят и, в общем-то, читают вслух. Ну, все предельно время просто. Или что? Сколько-то слов? Или есть, как? Нет, мы читаем не на скорость, мы читаем на качество. То есть есть отрывок, да, какой-то? Да, конечно. В классической версии это были книги и 1 минута на чтение. Но так как в своем чемодане я предпочитаю возить туфли, а не книги, мы будем работать по заранее подготовленным отрывкам с планшетика. Книги разделены на 3 раунда. В первом раунде будут книги издательства «От Маргинем». Нон-фикшн литература. От Маргинем наши друзья в этом году. И победители «Открой ротов» по всей стране получают набор книг издательства «От Маргинем». Во втором туре участникам предстоит читать современную поэзию авторов, лауреатов литературной премии молодых поэтов имени Пушкина «Лицей». И в третьем раунде это будут отрывки книг лауреатов литературной премии «Большая книга». То есть тоже современная проза. Ну, то есть там такой достаточно трешак будет. Высока вероятность того, что люди не сталкивались с теми текстами, да, которые конечно, они мы будут это делаем специально. То есть, с одной стороны, это для того, чтобы участники смогли посмотреть, узнать новую литературу, познакомиться с какими-то, да, не только классическими образцами, но и современной литературой, а с другой стороны, чтобы усложнить жизнь. А как оценивается? Вот мне просто сложно представить себе. Я понимаю, когда банально посчитать там количество слов. Да. А здесь? А здесь выступление участника оценивается по 2 критериям: техника чтения и артистизм по 6-бальной шкале. 6 максимум, 1 минимум. Техника чтения — это то, насколько хорошо, четко и правильно участник произносит те буквы, которые видит там у себя. То есть дикция оценивается, артикуляция, расстановка ударений, логические ударения, паузы, оговорки, запинки. Это все относится к категории техники. Категория артистизма, ее всегда достаточно сложно определить. Она очень субъективная, но мы понимаем артистизм следующим образом. Участник понял, о чем он читает, или нет? Вот я детям, когда работаю... То есть максимально передает настроение и вообще ситуацию, вот которую человек читает. Помните, как учат в школе, что хотел сказать автор? Вот если участник понял, что хотел сказать автор, и передал его, значит, у него все хорошо с артистизмом. Ну, то есть получается так, что выходит участник, ему тут же дают отрывок, и он вот даже не пробегаясь глазами, сразу начинает в лед читать, да? Ну, 2-3 секунды, конечно, есть. Но я имею в виду, что если достаточно большой текст, то можно понять, что хотел сказать автор только в конце, особенно современная проза и поэзия, это же... А никто не говорил, что будет легко. Круто. А судьи оценивает, да? Команда чувствует? Команда. Судьи, как правило, в членах жюри у нас люди, которые имеют отношение к литературе. Это могут быть журналисты, это могут быть писатели, поэты, это могут быть преподаватели по технике речи. В общем, и те, кому это не безразлично. Как показывает практика многолетняя, в членах жюри может сидеть, хоть вахтер, хоть человек с улицы. Потому что для того, чтобы оценивать чтение, не обязательно обладать какими-то профессиональными навыками. Как говорит создатель нашего чемпионата Михаил Фаустов, лучше всего читает книги вслух мама дома ребенку. Вот она эту муху-цокотуху перед сном
третий год подряд ему читает. И она сама не сошла с ума, и ребенку интересно. И вот это лучшее чтение вслух. Искреннее, простое, настоящее. Правильно ли я понимаю, что эти люди, судьи, они набираются на месте, да? Вот в Уфе, да, конечно. уфимцы будут оценивать. Да, конечно, это все на совести принимающей стороны. Поэтому я сегодня вот приду в 16 часов и познакомлюсь с этими прекрасными людьми. А принимающая сторона в нашем случае это педуниверситет. Да. Ага. Просто всегда вот субъективные конкурсы, я как человек, который там связан с артистическим миром, меня всегда они, такое сомнение вызывает, потому что вроде бы ты прочитал, а вот не понравилось, как ты прочитал конкретно. И вот, а вроде другие зрители смотрят, говорят, ты был лучше всех. Я не про себя сейчас, просто в целом субъективизм, он. Безусловно, везде, где есть судьи, есть что-то субъективное, так как это... Есть ли какое-то право решающего голоса у тебя? То есть, допустим, судьям не понравилось, ты говоришь, не, ребята, вот это прям претендент. У меня есть такое право, у нас есть правило 23, которое гласит, что правила могут меняться по ходу игры. Я, как ведущая, имею право вообще устраивать любой произвол, который мне вздумается, но я этим правилом предпочитаю не пользоваться, потому что все-таки, раз у нас есть члены жюри, вот пусть они и несут за это всю ответственность. То есть это некое шоу, да, получается? Безусловно, это конечно. В первую очередь, наверное, шоу. Это в первую очередь шоу, то есть как в 2011 году, так и в 2019, и в 2020, и во всех других годах мы собираемся в первую очередь для того, чтобы приятно и весело провести время. То есть читать это, конечно, хорошо, но главное повеселиться. Организационные моменты интересуют. Предположим, на уфимском этапе кто-то там, я не знаю, прошел дальше. Вот эти все поездки человек за свой счет финансирует или все-таки уже возникают какие-то спонсоры, поддержка? На самом деле там очень тонкий момент. Если билет стоит до 1000 рублей, участник едет сам. А если больше, то мы ему оплачиваем. То есть хабаровчанам, Владивостокцам, да? Правильно, Владивостокцам? Да. Слушайте, классно. Ну и нам тоже, что-то. Ну все, мы сегодня идем и постараемся пробиться дальше. А для чего вообще это сделано? Вот кто, могут ли прийти люди посмотреть со стороны? Да, конечно, мы всегда рады и зрителям, и медиасообществу, то есть у нас всегда все двери открыты, вы можете приходить, смотреть, болеть. «Открой рот» — это чемпионат, это спорт, поэтому чем больше болельщиков... Так это в этом вся прелесть, то есть можно болеть, можно кричать, скандировать лозунги, требовать судей на мыло, в общем, вести себя как на футбольном поле. Вот прям чувствуется во всех этих вещах такая вот свобода. А не пытается ли Министерство просвещения или государство как-то поучаствовать в этом? Как у нас произошло в стране с бессмертным полком, да? То есть это была инициатива частных, конкретно людей, журналистов, и, в общем, государство взяло себе это на вооружение. Вот с вашим проектом ничего такого нет? С «Открой ротом» такого нет. То есть мы принципиально не принимаем какую-то такую господдержку, и, в общем-то, на нее и не ориентированы, нам оно и не надо. У нас есть дочерний проект «Чемпионат по чтению вслух. Страница». Это чемпионат для старшеклассников, то есть руководителем которого я, собственно, являюсь. Там аудитория от 14 до 17 лет, и там идет финансирование за счет фонда президентских грантов. Но это два параллельных проекта, поэтому они особенно не пересекаются. То есть и аудитория разная, подбор литературы разный, и, собственно, работа с участниками тоже разная. Поэтому нет нас... Кстати, почему разделили? Вот во взрослом конкурсе только совершеннолетние могут участвовать. Чемпионате. Я не устану повторять. Там просто действительно, почему мы всегда заостряем внимание на том, что это чемпионат, а не конкурс, потому что структура достаточно жесткая, и чемпион, в конце концов, будет один. А все остальные в равной степени проигравшие, но занявшие при этом второе место. Одинаково. То есть все занимают второе место и только один. Да, кто-то один первый, а все остальные второй. Чемпионат. Ну так и почему разделили? Почему разделили? На самом деле не то, чтобы разделили. То есть это всегда было мероприятие для взрослых. А в какой-то момент возникло понимание того, что хочется и детям тоже интересно. И в Красноярске Алексей Клишко, ныне покойный, он попросил как раз Михаила Фаустова, говорит: Мишка, сделай ты, пожалуйста, чемпионат для детей. Мы и сделали. То есть мы в тестовом режиме попробовали это в Красноярском крае, в Архангельской области, в Иркутске, в Новосибирске, разумеется. И вот уже второй год, благодаря фонду президентских грантов, проект расширился. В прошлом году это было 44 региона. В этом году уже есть 50. И у нас есть еще в странице, так же, как и в «Открой роте», регионы-самовыдвиженцы.
которые нам пишут, которые звонят, говорят, мы очень хотим принять участие в чемпионате, пожалуйста, скажите, как нам это сделать. И мы говорим, да, конечно, давайте. Наша республика есть в списке этих 50? Нет, к сожалению, пока до Уфы мы не добрались, но я надеюсь, что если у нас здесь пройдет «Открой рот» успешно, то в следующем сезоне мы вполне можем рассчитывать на то, что и страница приедет в город. Ну вот смотрите, всегда в таких проектах меня удивляет один очень интересный момент. Классная идея, не поспоришь. Чтение — это то, чего сейчас не хватает, да, для развития фантазии. А почему так мало информации об этом? Почему вот мы, хотя мы активные жители нашей республики, мы услышали об этом, ну вот. Ну, этот вопрос, я думаю, нужно адресовать нашей пресс-службе. Вот, у нас тоже есть некоторые вопросы, но на самом деле информирование есть, то есть у нас есть регистрации на сколько сайте. Сколько сейчас вот в Уфе регистрации? Слушайте, вот я на сайте... Ну, примерно так. Вот около 10 их было. 1 300 000 в Уфе жителей. Ну, да? я не могу сказать, что, видите, это очень своеобразный проект, то есть это классная идея, это веселая задумка, но когда человек начинает вот действительно думать, так, понедельник, 4 часа дня, нормальное время, и как раз ничего нету. До тренировки еще пару часов. Вот как хорошо быть со свободным графиком, не работать на заводе, не работать в офисе до 18 часов. Сколько участников нужно, чтобы вот считалось, что все хорошо? Ну и опять же лимит какой-то верхний план. Идеальное число участников — это 12, когда их ни много, ни мало, а вот прямо отлично. Минимум надо было, чтобы 8, ну то есть кворум собрался. Максимальное число участников у нас не лимитировано, но если их уже больше 20, это мучение, причем мучение для всех. Был рекорд у Михаила Фаустова в Воронеже, было 36 или 7 участников. Для этого проводится дополнительный нулевой отборочный раунд, в котором участники читают какие-нибудь маленькие стихотворения, и члены жюри их оценивают, и уже тогда из 30, из 20 остается вот те самых 12-15 человек. А кто побеждает? Побеждают наверняка, условно, профессионалы, там, я не знаю, писатели, поэты, лингвисты. Артисты, ведущие, да. Юристы. Всегда профессионалы приходят на наши чемпионаты, и очень часто они ничего не выигрывают. Я уже 3 года подряд проводила «Открой роты», и на мероприятия приходили актеры. Ну, знаете, ну прям вот такие актеры. То есть вот он зашел, конечно, вышел, эта вот корона у него на голове, значит, поддавливает немножечко уже. И вот с этой прекрасной подачей, с великолепной, конечно, дикцией, артикулят, тембр, да, вот это великолепно, все завороженно слушают, участник выходит и читает. И вот это ему и вредит, потому что если тебе попался текст, например, нонфикшена, да, про что-то техническое, ты прекрасно с этим справляешься. Возможно, какая-то художественная литература, если автор тоже мужчина, отрывок попался соответствующий, здорово. Но, например, в Хабаровске у меня участник такой же подачей читал стихотворение молодой поэтессы. Что-то там было про детство, как она веселая девчонка, качалась на качельках, и ветер в волосах. И он вот этим и голосом. Ну, конечно, он получил трояк за артистизм и, в общем, оскорбился страшно. Но кто ж вам виноват? Ну, может быть, и актер не очень просто был. Ну, тут другой вопрос. Как я уже говорила, что не обязательно обладать этими навыками. Главное, чтобы ты был искренен в том, что ты стараешься, что ты читаешь, что тебе это интересно. Безусловно, у журналистов, у актеров есть какое-то преимущество, но оно минимальное, потому что навык чтения с листа — это совершенно определенный навык, то есть не все медийщики, не все актеры этим навыком владеют. А вот люди случайно вот с улицы пришедшие говорят: ой, что это у вас, можно? Ой, можно я почитаю? Вот они приходят и выигрывают. Обиды или попытки апеллировать часто бывают? Вы не правы, не так посчитали? Не часто, но бывает. Такое случается. Но мы всегда стараемся разобраться в ситуации, то есть мы, как сказать, клиентоориентированы. Мы нацелены на аудиторию, мы хотим всегда разобраться, найти виноватых и исправиться. Бывает так, что подсчет баллов, он ведется в реальном времени, считает баллы ведущий. Вроде, казалось бы, там 6 цифр в уме-то посчитать не так уж и сложно. Вот. И сумма баллов, то есть все просто, все можно посчитать, проверить. Ну, бывают какие-то вот ошибочки, неточности в математике. Или, например, у нас была история, когда при награждении чемпиона, то есть проводится финальный раунд, когда из 3 выходит 1 чемпион. И члены жюри, называя победителя, решили назвать не имя
участника, а город. И они сказали: побеждает Владимир. Выходит человек на сцену, ему вручают награду по имени Владимир, все довольны, все смеются, они говорят: нет, мы имели в виду участница из города Владимир. Ну и как бы конфуз всем неприятный, участнику Владимиру вдвойне. А вот у меня вопрос такого содержания. Смотрите, а как выбирается сложность текста? Потому что, брать там 5 разных авторов, здесь техническое, здесь гуманитарное, здесь стихотворение. Вот как соотнести по одинаковой сложности? Как это работает? Как выбирается текст? Тексты выбираются со злобным хихиканьем и потиранием рук. У нас есть... Чем сложнее, тем приятнее, да. У нас есть специальный человек, который... Специально обученный хихикать человек. Алена. Мы говорим, что она привязана за ногу к батарее, вот она сидит и на всю страну подбирает тексты. Тексты, у нас есть определенные принципы, какие тексты брать можно, какие нельзя, то есть там не должно быть формул, цифр, там, слов на латинице, все такое прочее, допустимы диалоги, описания. Тексты по сложности в рамках одного раунда, плюс-минус одинаковые, но, безусловно, есть фактор везения. То есть может попасться отрывок, в который ты сразу попадаешь, и он тебе подходит, и все хорошо. Бывает, что нет. Так случается, на футболе кому-то солнце это нормально, глаз да, светит. Это спорт, все-таки это чемпионат. А участники билеты сами вытягивают, скажем, или вы все-таки выдаете готовые? У меня есть рандомный выбор отрывков, то есть я и участников приглашаю рандомно, чтобы осложнить им жизнь еще сильнее, и отрывки тоже подбираются хаотично, то есть тут... Ну что ж, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в гостях нашей студии Алиса Дригина, ведущая чемпионата по чтению вслух «Открой рот». И мы приглашаем вместе с Алисой всех желающих сегодня на это мероприятие, которое состоится в 16:00 по адресу улица Октябрьской революции 3А. Это 3-й корпус Башкирского государственного педагогического университета. Приходить наверняка нужно чуть пораньше, да? Да, конечно. Если вы зарегистрировались или если вы только хотите зарегистрироваться, приходите пораньше, мы вас запишем, и будет весело. Сколько времени нужно закладывать на это, если человек реально хочет поучаствовать? Он должен до вечера про все забыть уже? Или как? Я думаю, что это час-полтора, не больше. Это все проходит достаточно весело и динамично, то есть затягивать никто не будет. Час-полтора. То есть до 6 планируем, с 4 до 6. Да. Я так понимаю, потом по результатам фотоотчеты вы выкладываете на свой сайт. Вот здесь по разным городам довольно-таки много. Да, конечно, есть информация на сайте biblioring.ru, там же все анонсы, все афиши. Есть сообщество в социальной сети ВКонтакте, Facebook и Instagram, тоже biblioring.ru. Поэтому подписывайтесь, следите за новостями, будем вам рады. Ну что ж, благодарим нашу гостью. Еще раз представлю. Ведущая чемпионата по чтению вслух «Открой рот» Алиса Дригина была сегодня вместе с нами. Спасибо Программу большое. Сегодня вели Денис Ганиев и Руслан Валиев. Спасибо, друзья. Всем хорошего дня, до свидания. До свидания. Мягкой посадки вашим батарейкам.